На сегодняшний выпуск мы пригласили талантливых наших молодых ребят, артист балета, театра, музыки и танца Саяна Буян Мылдык и руководитель лингвистического центра Бродвей Сайзанак Сая. Добрый вечер, ребят. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы вас поблагодарить за то, что сегодня к нам пришли на сегодняшний выпуск, за то, что уделяете нам время. И сегодня мы с вами познакомимся, зададим вопросы. Так мы же знакомы. Ну, еще раз познакомимся, в этом ничего такого не будет. С кого начнем? С меня. Все. Начинаем с Самиры. Это не обсуждается. С тебя начнем. Без вопросов. Без Самира, вопросов. расскажи про Бродвей. Что это такое? Расскажу про лингвистический центр. Я его открыла в 2016 году в марте. Что должна сказать? Что было дальше, Дедан? На тот момент я была беременна ребеночком, и мне нужно было чем-то заняться, ну, чтобы не сидеть дома. Вот. И я максимально хотела минимально вложиться, вот, чтобы что-то начать, ну, в качестве бизнеса, естественно. Ну, и подумав, я решила, что это будет какая-то определенная услуга в качестве лингвистического центра. И вот я тогда начала школу. У нас на данный момент преподают английский, корейский, китайский, русский и также тувинский. И все ты ведешь сама? Монгольский еще. Нет, я сама не веду. Я являюсь руководителем лингвистического центра, занимаюсь всеми административными вопросами и параллельно я преподаю корейский язык. А сколько ты языков знаешь сама? Я знаю тувинский, русский, корейский, ну и пару разговорных фраз английского языка. А ты корейский язык учила в Корее или здесь? Корейский язык я учила после того, как вообще просто слетала в Корею отдохнуть. Это было в 2010 году. Это там было давно. Сейчас все посчитают, что я совсем уже взрослый стала. Я потом после этого, вернувшись после Кореи, полетела в Москву, начала там учиться, а потом уже в университете училась в Корее и приехала сюда. А тебя вот движение кей-поп не приманивает, не заманивает тебя? Нет, я люблю группу Big Bang. Топчик-то. Кей-поп? Ну. Что касается кей-попа, ну я говорю Big Bang. Ну, BTS, да простят меня. Нет, BTS позатром. Я не слушаю. Просто я должен сделать вид, да, что я слушаю. Ладно. Дикпа. Вот. Йо! Это сильно было. Ну ладно, Чагмундар, я поддержу тебя. Так уж и быть, BTS это топчик. Буян, а ты знаешь про BTS? Чем они занимаются? Я просто не знаю, кто такие BTS, кто-то... Ну честно, я сам не знаю. Я сейчас просто Сайзанак поддерживаю. Просто я слышал... Мы тебя все поддерживаем. Да. За То, что BTS. они же еще коллаборацию делали с кем-то, да? Coldplay, да? У них же с Coldplay еще какая-то коллаборация вышла. Я где-то слышал о том, что они коллаборацию с Аянами сделали, нет? А? Коллаборацию с Аянами сделали? Не, Нет? этого не Это, произойдет. наверное, ты пропустил. Этого не произойдет. Шучу. Шутки шутками. Что было сложного в изучении корейского языка? Вот какие сложности есть? Корейский изучать не так сложно, поскольку корейский язык, он очень похож на тувинский. Например, я скажу «я иду домой», да? Сейчас можно, да, на корейском пару фраз сказать и на тувинском. Например, мы на тувинском говорим как «я иду домой». Чан паждырын. Мен чан пайдырын. На корейском звучит, вот на русском, например, «я», потом глагол, да, «иду куда домой». На тувинском «мен», потом «каняр», «домой», да, паждырын, глагол идет. Также корейский язык идет «저는», «я», «집으로», «куда», «갑니다», «иду домой». То есть, ну, образование предложений, у вас там мозг сломался. Нет. Там идет так, что, ну, похожая связь предложения образования. Вот расскажи нам стишок на корейском какой-нибудь, наша Таня. Или... Стишок на корейском, да? Да. Ну, может быть, куплет с песни. Сейчас, друзья, подождите, я вспомню. Куплет из песни.
Тебе стыдно за меня, да? Нет, я горжусь тобой. Молодец. Давай, потом я Да, спою. про Буяна пока расскажите. Сейчас я пока ты посижу, думай, подумаю, да. распевайся внутри про себя. Ну, Буян, плавно мы перейдем к тебе, скорее уже в Кызыл, так скажем, да, в Саяну. Давайте. Как ты в Саяну попал? В планах не было тувинские танцы танцевать. Вообще не было. Это после армии, когда я восстановился в колледж, учился, потом на практику пришли, вот тогда ансамбль Саяны были. Ну вот тогда у меня просто глаза загорелись от этой красоты. И все, я решил, после 4-го курса я пойду работать в ансамбль Саян. И все. Сколько у тебя постановок, сколько постановок, в котором ты принимаешь участие? Примерно. Это надо сосчитать, да? Да, ну, примерно. Больше 30-40, наверное. В спектакле калмыцкого режиссера Янтарные бусы, да, я смотрел там, я специально еще смотрел, как они там готовились, и я знаю о том, что это было твои постановки, да? Да. Да, как вот сложно ли было вообще в спектакле ставить танцы, вот в целом, вот одно дело, когда ты сам танцуешь, другое дело, это когда еще с театром, с артистами совмещаешь, чтобы это и по словам, и по всем этим совпадало. Сложно ли это? Да, поначалу было очень сложно. Но мне сначала дали вот такой толстый лист сценария, и все, я читал этот сценарий. А тогда я просто читал, на русском языке дали. Он читал. Он просто уже начинаешь проживать жизнь каждого персонажа, там, допустим, хана, там, княгини, там, обычного эту пастуха. Там. Ну, вообще, я получил такое колоссальное удовольствие, поработав с актерами нашего театра. И поначалу я, конечно, очень сильно волновался, там очень много народных артистов там заслуженных. И думал, может, они будут меня слушаться. То есть, конечно, это большая ответственность там, перед народом уже такой готовый продукт выпустить. Там, этот мюзикл, можно сказать, там, будут смотреть прям тысячи человек. Там. И я поначалу даже хотел отказаться, по-моему, если не ошибаюсь. Потом через 5 минут подумал такой, а чё бы нет, давайте попробуем, рискнем. Ну, в итоге мы это сделали. Когда работа идет постановочная, это то же самое, что и этот, как аппетит приходит во время еды, вот это то же самое. Ну и вот параллельно постановочной работе я еще истории изучали, про скифскую эпоху, вот, там, все традиции читал, там, вот, Как они танцевали, тусовались, да? Да. Вот знаете же вот эти символы, которые вот там круглая пантера, который вот олень, который там очень много птиц. Это все-таки, наверное, будет относиться к звериному стилю, наверное, который вот те времена вот, наши предки, которые, можно сказать, наверное, да, делали вот эти скульптуры, вот прям от А до Я, прям отточенные, прям красивые. Так что я хочу сказать, что я получил просто огромное удовольствие во время постановочной работы. Мы около месяца, по-моему, работали, или 1,5 месяца, что ли. В целом доволен своей работой. Да. Именно этим, и вот янтарные бусы. Да, это вообще первый большой проект, наверное. Я еще знаю о том, что ты в свое время был в группе брейк-дансеров Бузут Крю. Бузут Крю. Вот, где сейчас Бузут? Тренируется. Тренируется? Yeah. А ты не хотел бы, так скажем, вот своих ребят еще, не знаю, собрать какой-нибудь... Я помню о том, что Бузут, они выступали перед Наиралом, доску большую поставили, там все танцуют, просто музыку, колонку поставили, танцуют, а там люди все собрались, смотрят и прям вот качаются вместе с вами на одной волне. Ну да, конечно, желание есть огромное. Просто на данный момент, видите, я погружен пока что чисто на творчество, вот, Талатан изложен, на тувинские танцы.
Пока что просто времени нету. А так парни вот по вечерам собираются, тренируются. И я тоже за ними слежу. Время от времени стараюсь. Вот в прошлом году, нет, в начале этого года я с ними тренировался, с ребятами. Прям ностальгия нахлынула. Прям, ну вообще, брейк-данс это мой первый открыватель, наверное, в мире танца, наверное. Так что я брейк-дансу буду всю жизнь благодарен буду. Но своему тренеру Тересу Олеговичу. Есть, Спасибо. есть желание попасть на Олимпиаду по брейк-танцу? Конечно. Там сейчас что, я уже этот кости засохли, наверное. В каком же году он будет? В 24-м, по-моему, да? Вроде бы. В Париже. Да. Ну, посмотрим. Вообще, российский брейкданс, он сейчас на уровне. Надо... Саша Мата тоже говорил о том, что вот самые лучшие брейк-танцоры, они Да. в России. То есть, Раньше были в Южной Корее, между прочим. да, Да. мы косили, мы не косили, пит, это ж нормально. А что, реально тогда такое время было, прям кассета, Battle of the Year включаешь, корейцы танцуют. Эрез же тоже в Корее принимал участие в каком-то международном чемпионате. Тайвань, А, в Тайване? да. Я вспомнила, я теперь знаю, что я буду петь. Сейчас будем все вместе втроем танцевать. Встаем? Йоу, ты что, базаришь? Саран Хасайо, это что сейчас? Что это? Саранхео. Спасибо, Нет, Дэнкве. Хасаньо. Да что, чокшиннянere. Где-то в глубине души отдается. Ну все, друзья, мы подготовились, мы встали. Это уже дело успех сделано, уже. да. Мы встали. Итак, сейчас, меня РТН попросил исполнить песню, но я решила, что это мы сделаем все втроем. Итак, и учим вместе с нашими зрителями корейскую песню. Когда дети приходят к нам в школу, как минимум, они не только изучают язык иностранный, но мы всегда пытаемся давать практику, мы делаем мастер-классы там по корейской кухне, по английскому языку. Мы сейчас в качестве поем. детей. Да, вы сейчас в качестве детей, мы с вами вместе будем учить корейский язык. Учили в школе head and shoulders, knees and toes? Учили такие слова? Нет. A, B, C, D, Можно E, словить. F, G. Кто был твоим учителем? Ну и так, сейчас я вас научу песни, тоже части тела, да? Поехали. Мори, голова, Мори. оке, Окей. плечи, ага, колени, 무릎, Мурып. ноги, 팔, Хай. 팔. Халь. Фу, такое с придыханием. Ага, так, все, сейчас поехали. И запомнили? Мори, оке, 무릎, Окей, мурып. 무릎, 팔. Паль. Еще раз. 머리, 어깨, 무릎, 팔. И теперь песню поем. Послушали меня один раз, потом будем повторять заодно. Поехали. И 머리, 어깨, 무릎, 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 무릎, 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 무릎, 귀, 코, 귀, 귀, уши, 코, нос, Куи. Ку. 코, Ко. 귀. Еще Так. раз. Ко. Так, уши как? уши, 귀, 귀, Кви. Куи. 코, Ку. 귀, Кви. Куи. Ага. Куи. Куи. Ку. 코, 귀. Ко. 귀, 코, 귀. Ко. Ко. Ко или ку? 코, 코, о, Ко. о, Ко. А, ко, куи. 귀. Ага. Все, поехали. Запомнили? И раз, два, три. И 머리, 어깨, 무릎, 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 무릎, 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 손 나перед. 팔, 무릎, 팔. 머리, 어깨, 무릎, 귀, 코, 귀. Молодцы! И потанцевали, и попели. Ей! Все. Буян, у нас вот недавно 53-й сезон, концертный сезон Саяна открылся, да? Да. И вот в скольких сезонах ты уже принял участие? Это у меня 6-й сезон уже пошел, по-моему. Шестой сезон. И вот есть ли разница между этими сезонами? Вот
Может быть, какой-то сезон супер-пупер сложный был, может, какой-то сезон прям вот налегке. Закрытие 50-го сезона было очень сложно, потому что мы тогда 2 концерта давали, потому что, так как юбилей еще, да, 50-летие, очень много номеров было, очень много наград было. Концерт, не помню, во сколько начали мы, то ли в 6, то ли в 7, по-моему, потом концерт где-то в 11 закончился. Потом после концерта все эти костюмы собирать, туда-сюда уносить. Ну, потом еще на следующий день еще концерт был, новая программа. Потому что первый концерт мы давали как золотой фонд, чествовали вот эти вот старые танцы, вот, которые... Каких годов, если могу сейчас ошибиться. Звенящая нежность. Да, звенящая нежность, Изеркара, танец Адым, танец с барабанами. В общем, очень много номеров мы тогда показали. Там, если не ошибаюсь, первое отделение где-то из 15 танцев, по-моему, состояло. И второе отделение также. Тяжело было, но мы справились. Этот сезон как открывается? Как начинается? На одном дыхании. На одном дыхании? Да. Уже, наверное, все, сколько? Шестой сезон? Это мой 6-й сезон, по-моему. 6-й сезон. Я думаю, за 6 лет ты уже стал уже профессионалом, наравне с заслуженными артистами. Нет? Нет. Ну, ничего страшного. Мы еще, Ничего страшного. мы еще 54-й сезон. Мы еще растем, как дети. А ты танцы не забываешь, когда выходишь на сцену такой, типа, это с тем танцем, или ты Конечно, там бывает. не туда вышел, да я не знаю, там рука не туда Не-не-не, пошла. бывает такое то, что вот иногда с какой ноги шагаешь, просто резко из головы вылетает. Вот вроде движение, которое вообще невозможно запутаться, но вот как назло обязательно. И как ты справляешься с этим? Ну как надо выходить из ситуации красиво. Как-то раз мы общались с Эдуардом Борисовичем Ондар, и у него тоже спросили, вот во время спектакля, вот бывают ли случаи, когда вы забываете слова, но он так говорит, он может сделать так, чтобы зритель не узнал об этом. А вот в танцах как? Вот, не знаю, руки все опускают, а ты руки наверх. Вот, как ты справляешься в таких случаях? Ну это нелепое чувство, конечно. Это вообще нелепо. Бывали такие? Вообще постоянно. Ну не постоянно, вот, ну бывали прям, жестко прям причем. И после этого, как там, худрук начинает ругать. Конечно, Да. ты обязан выслушать это замечание, потому что это же моя ошибка. Как-то раз, вот, тогда правительственный концерт, по-моему, был. Тогда мы еще совсем зеленые были. С другом нас поставили на первую линию. Правительственный концерт идет. Все, мы начали танцевать, вроде, круто, да, такой, танцуем. И все просто с головы, все вылетело. Танцуем, такие, все. Вроде все нормально идет, музыка играет, танцуем. И все. Мы вдвоем спереди, ну, как молодые артисты, а сзади уже, ну, наши старшие братья, короче. Танцуем, и все. У Буяна с Айдысом с головы все вылетело. Накосячили. Такие смотрим, такой, что там дальше? Мы в передней линии, голова сидит. И? А потом этот... Потом у него зарплату вычли, и он теперь Ну, потом мы как-то выкрутили ситуацию. Потом мы как-то плавно уходим на вторую линию. Во время этого танца там передвижение есть такое. И вот мы когда назад стали, нормально танцевали, подглядывали. Ну, это, конечно, видишь, это непрофессионально, конечно, нельзя такие ошибки допускать. Всегда надо на 200% надо выкладываться для зрителя. Это большая ответственность все-таки. А то, что вот, там, допустим, ты ошибся, это уже несерьезно. Я вот тоже, иногда мне в ленте попадаются публикации театра Саяна. Я там смотрю, там большинство артистов, особенно хореографы, они все молодые. Вот, если у вас в планах, если это можно сегодня раскрывать, вот какие у вас такие творческие, так скажем, порывы в планах, что нам ожидать? Ну, планов, конечно, очень много, так как мы же еще нас же переименовали как театр. Раньше мы ансамбль были. Сейчас, можно сказать, мы как многофункциональные артисты стали. Мы, получается, играем,
поем, танцуем. Завтра можем хоть что можем Хоть в дать. спектакле поиграть. Да, возможно. Возможно, всякое может быть. Самира, ты была на балете? Да, конечно, была. Я ни разу не был, и поэтому Буяну предложение, вот, балет классический, обычный, если это возможно. Поставить? Да. Я думала, Ну, пока думай. Самира, у нас в Кызыле, ну, то есть по твоим ученикам, может быть, ну, то есть по твоему мнению, сейчас молодежь интересуется ли корейским языком? Культурой они точно интересуются, но вот языком, как у них? Да, корейским языком у нас дети интересуются, конечно же, культурой они тоже интересуются, в том числе. Ну, мировая такая вот, как это сказать-то по-русски? Можешь по-корейски сказать, мы поймем. Ну, в общем, весь мир слушает корейскую музыку сейчас, и весь мир смотрит корейские дорамы, фильмы. Мне кажется, они Особенно в топ-чартах сейчас. Особенно да. последние игры, да, игра в кальмара, это прям... Я не смотрел. Я тоже. Посмотри. Я не буду смотреть. Почему ты не Так будешь же, как и смотреть? «Игру престолов» не смотрел. Я тоже «Игру престолов» смотрела, «Игра в кальмара». Ну, я в первую серию посмотрел, конечно, там зашквар. Ну, давай ты «Игру в кальмара» посмотришь первую серию, а потом поделишься. Потом это обсудим вместе. Вот, ну, в принципе, ну, поскольку весь мир это все смотрит, не все, конечно, хотят учить корейский, да, просто как бы свой интерес проявляют, но у меня есть, поскольку наш лингвистический центр занимается еще студентами, мы отправляем их за границу, поэтому у нас есть дети там старших классов, они готовятся заранее к поступлению в университеты за границу. Также у нас есть, ну, у меня очень много А студентов за онлайн. границу это какие страны? Ну, Южная Корея, опять же, да, Монголия, Китай, Япония. То есть, ну, мы в основном восточными странами. Так, а чтобы обучиться какому-то, вот, допустим, курс по корейскому языку, вот примерно это сколько будет, сколько занятий и сколько это будет стоить? Ну, это зависит от того, что человеку нужно. То есть, есть, конечно же, когда вы хотите изучать язык разговорный, да, пошел самое главное, да, там какие-то разговорные фразы, знаешь алфавит, чтобы поехать там в страну, например, там кто-то в Америку, да, хочет поехать, они разговорный такой изучают, да, там пару фраз им хватит или там для того, чтобы в метро ориентироваться, чтобы не пропасть где-нибудь там под землей в другой стране. Вот, ну и также есть, ну, я заранее спрашиваю, для чего вы учите язык, хотите изучать. Вот, это раз. Разговорные дальше те, кто подготавливается к вузу, ну и просто так для себя кому-то вот просто интересно поучить. Не, вообще Базу, да. не лишнее, наверное, все-таки. Особенно для нас. английский, да. Ну вот, в среднем это сколько будет стоить? Ну, допустим, ну, даже не по корейскому, а по всем языкам, вот, допустим, там 10 занятий, 5000. У нас английский, получается, есть, опять же, групповые, индивидуальные занятия. Индивидуальные, конечно, учитель с учеником 1 на 1 занимается, да. Групповые бывают тоже интересные занятия, потому что в диалоге ты с кем-то общаешься, тоже раскрываешься, как бы, да. То есть тоже зависит от того, как ученик хочет, что ему надо. Кто-то приходит на репетиторство заниматься, да, просто там по школьной программе. Кто-то уже хочет в будущем поехать, например, там в Америку. Вообще за границей, в любой стране понадобится вам английский, американский, и там говор, там, не знаю, что-то там. Я английский не веду, сразу говорю. Вот, я только корейским занимаюсь. И вот этих детей я подготавливаю. У меня есть дети, кто уже там 2-3 год обучаются, они с 8, 9, 10 класс, и они в следующем году будут учить корейский. То есть это намного дешевле, чем вы поедете, например, в Корею, и там начнете с нуля учиться на корейских курсах, получается, да. Один семестр, ну, получается, 3 месяца в Южной Корее стоит около там, ну, как минимум 150 тысяч рублей только за обучение. Плюс вы платите за общежитие 1025 примерно. Плюс вам нужно каждый день, ну, долларов 15, это, ну, где-то 1500, ну, 1000, да, рублей где-то, как минимум в день на покушать. Плюс вы хотите там где-то поездить, да, на транспорт. Ну, просто примерно накидываю, чтобы, ну, кто хочет, да, поехать. На транспорт стоит $1,5 в одну сторону, 1,5 обратно, то есть, если там, ну, $3 где-то в среднем. Ну, по курсу доллара потом посчитаете. Ну, примерно так. И получается, за 3 месяца очень много там, ну, расходов 1300 как минимум, на 3 месяца по 100 тысяч придется ребенку отправлять. Мы весь процесс намного
Упростили. Упростили, да, можно сказать. Маршрутка 25 в Кызыле в Да. одну сторону. Иногда можно 20. даже пешком. 20 рублей, вот, поехал, да, пешком, там, сходил, вот, и оплатил занятия у нас от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, ну, то есть в зависимости от сколько ты раз посещаешь занятия. А если вот, допустим, Буян захотел в Китай поступить на хореографа, вот что ему необходимо сделать, куда обратиться и как тебя найти? Почему-то в голову мне сразу такой плохой китайский балет. Не, на самом деле китайцы, они сильные. Если Буян захочет поступить на хореографа в Китай, да, он первым делом обратится в наш лингвистический центр. Опять же, мы, кстати, готовим документы, ну, на перевод. Это очень важно, потому что не все центры, не все учителя готовят документы, то есть надо такие апостиль, специальные бумажки, то есть диплом твой должен прикреплен быть к Министерству образования, например, Республики Тыва. Например, этот человек учился здесь, здесь, здесь. Ну, либо там в каком вузе вы учились по России, то есть у вас должен быть такой апостиль, знак, то есть на иностранном языке, чтобы поехать куда-то за границу. И всегда, если вы хотите поехать куда-то за границу, как минимум нужно закончить 11 классов, ну, то есть либо после колледжа, да, куда-то поступать. Потому что я вижу очень много у нас сейчас подростков в республике, все хотят после 9 класса сразу поступить, уехать, потому что не хотят сдавать ЕГЭ, и очень многие пишут мне: я хочу поехать в Корею, можно, пожалуйста, я вот после 9 класса поступлю. Во-первых, это сразу поехать очень дорого, очень затратно. Во-вторых, после 9 класса вас туда никто не возьмет. Сдавайте обязательно ЕГЭ, получайте ваш аттестат, набирайтесь ума, а потом уже поступайте. Все, если что, ребята, можете обращаться к Самире. Она вам все подскажет, разрулит, все переведет, там, что надо, Всё сделает, да, все порешает. Ну, можете обращаться так, кстати, Инстаграм. Сайзенак. Что написать? Что сказать еще? Нет, в Инстаграме Сайзанак, никакой. нижнее подчеркивание, Сая. Что ты придумал? Сейчас не туда отправить. Иди информацию дает он. Просто Сайзанак на английском. Просто Сайзанак на английском. Перед завершением нашего эфира хотелось бы тебя попросить, Подписаться на пока меня. покажи что-нибудь, а? А что Шпагат. хотите? А что шпагат-то? Давай на голову встань. На голову стану. Ну, пусть на голову. Пожалуйста. Мы уже потанцевали, попели. Ой, господи. Не надо. Постарел ты, Буян, Спасибо большое, Бьян. Не, нормально. Спасибо большое, Самира, за то, что на голове поставили, за то, что спели, потанцевали. Спасибо вам большое за ваше творчество, за ваш энтузиазм. И очень хочется, чтобы вы дальше развивали, и желаем вам только дальнейшего развития, чтобы Бродвей стал уже международной школой, лингвистической школой. И Саян развивался тоже в части именно, и ты тоже развивался вместе с Саянами. Каждым днем желаю вам развития. Спасибо большое. Это была вечерняя Тува. Смотрите нас в каждую пятницу на телеканале Тува 24.